Здравствуйте, это «7 дней плюс». Светлана Кадырова. Интересная тема у нас сегодня, сложная и где-то тяжелая в каких-то вопросах. В современных условиях, когда импорт промышленного оборудования ограничен, вот развитие собственного станкостроения, тяжелого машиностроения входит, скажем так, в разряд стратегических задач для всей страны. Отечественный станочный парк особенно необходим оборонке, авиастроению, ракетно-космической промышленности. И вот увеличение доли отечественной продукции на российском рынке – это действительно вопрос стратегической важности. И в Татарстане этот вопрос уже решают. Причем многие вопросы начинают делать даже с нуля. Ну, например, пытаются открыть кафедру в КФУ, кафедру станкостроения. Вот что такое промышленный Татарстан, что такое развитие этого вида бизнеса настолько с такой стратегической задачей. Говорим с интересным гостем. Мы познакомились с ним всего лишь неделю назад, но настолько заинтриговал развитием этой программы в Татарстане. Эльдар Мухаммаднурович Нуреев, генеральный директор компании «Татпромстан». Здравствуйте, Исамис. Здравствуйте, Исамис. Я правильно понимаю, что в названии компании «Татпромстан» она объединила три предприятия, да, три компании. Заложена главная задача – создание промышленного Татарстана. Вот «Татпромстан». Как мы расшифровываем это и какие главные задачи и сколько на самом деле компаний туда включено? Нет, компания сама одна. Это татарские промышленные станки, татарстанские промышленные станки, можно татарские сказать. А вот сама история, это началась с рабочей группы, которую наш Минпромторг под руководством Олега Владимировича Коробченко собрал. Там несколько рабочих групп по отраслям. Мы как-то очень долго коллаборировали, там было множество предприятий, чуть больше 20. Но мы в какой-то момент поняли, что в рамках рабочей группы мы переросли и решили выйти на объединение компаний под некую цель. То есть создать уже конкретный продукт, конкретное производство и развивать. Так возникла идея, вот объединились три лидера, это наша компания «Пегас», «Ватан», машиностроительный холдинг, и «Битар». С разным опытом, с разной историей и с разным подходом к станкостроению. Тем не менее, мы поняли, что мы здесь сможем сколлаборировать и вот организовать такое производство под флагом «Татпромстан». До чего доколлаборировали? Коллаборировали, да. И вылавировали. Ну, вы знаете, в такой истории, когда ты вот в чистом поле избу строишь, очень важно найти правильное направление, правильные подходы, правильные технологии, даже вот с точки зрения цели, идеи вот этой всей истории. Поэтому здесь, конечно, в первую очередь огромная помощь коллег, вот, кого я перечислил, это вот в обсуждении самой идеи, в поиске концепции, в обмене технологиями, мыслями. Нас очень здорово поддержал Битар, потому что у них был опыт станкостроения, ну, один, наверное, из таких из продвинутых в своей узкой нише, и самых продвинутых на территории России. Ватан, там очень горящие глаза, и ребята в вибродиагностике просто спецы. Поэтому мы здесь объединились, и наверное, синергия в том, что мы смогли какие-то этапы заложить, и ведь когда ты что-то новое планируешь, часто не получается. И мы об этом сегодня поговорим. В острые моменты мы как-то выгибали нашу стратегию, ее адаптировали. Вот такая вот троица позволила, ну, не в одно лицо все это решать. Ну, какая задача-то главная? Чего хотим? Станок. Очень 1, хотим. 2, 3. Чего хотим? Отрасль возродить. Вообще, какие задачи условно? Да вы все перечислили. Хотим отрасль возродить. Это такая глобальная идея. Отрасль – это производство, это технологии, это кафедры, это научные разработки сюда же и очень много всего. Вот если взять пример, допустим, нашей автомобильной отрасли и нашего города Набережные Челны, там, в общем-то, под каждой вывеской, на каждом предприятии что-то для КАМАЗа, для автостроения делают. Это такой пример вот очень развитой отрасли, которая появилась там в начале 80-х годов в республике. Примерно такая же идея создать, то есть сделать так, чтобы была преемственность, независимость предприятия, чтобы мы в республике производили станки не только при, скажем, поддержке и давлении со стороны республики, чтобы это у нас автоматически получалось, чтобы у нас были компетенции и возникали станкостроительные предприятия сами по себе. А что, в принципе, со станкостроением в стране, в Татарстане, в зачаточном состоянии или нет? То есть, если учитывая, что мы были лидеры еще лет 25-30 назад в мире. Ну, так как мы были лидерами, мы уже не в зачаточном состоянии, у нас все равно бэкграунд какой-то есть. Да, Союз у нас производил по официальной статистике вот на исходе 80-х годов, 89-й год, если взять, больше 110 тысяч станков в год. После развала Союза в первые 3 года там были вообще дикие истории с падениями, мы стали производить там что-то в районе 3-4 тысяч станков в год. У нас катастрофическое падение, да? Катастрофическое. Но те же самые европейцы, американцы, китайцы вырезали станкостроительные заводы, насколько они смогли, вывезли их. Это практика такая достаточно стандартная. Коснулась и других отраслей станкостроения в том числе.
И вторая проблема, ну, 90-е, мы с нами знаем, чем были 90-е. Там не до станков было. Там было вообще не до станков, да. Но есть наработки Советского Союза, то есть почему мы не в зачаточном состоянии, все-таки чего-то есть. Есть инженерные школы, есть амбиции. Если, скажем, сегодня придется в условном Никарагуа поднимать станкостроение зачаточного состояния, это будет другая история, совершенно абсолютно. То есть мы уже не Никарагуа, да? Далеко нет. Так, а что у нас есть? То есть понятно, что если из советской школы, да, с инженерными кадрами все-таки, я не думаю, что золотой век для таких специалистов. Согласен. В принципе, да. С какими, вот, ну, какой фундамент есть, вы перечислили? Вот с кем тоже перечислили, да? Насколько реально-то? И что надо? Чтобы Нет, реально, но если Союз поднял станкостроение с 0 до 110 тысяч станков в год, да, то реально и сейчас поднять. Вопрос просто усилий, эффективности этих усилий. Сейчас в стране есть такая, ну, можно сказать, государственная корпорация, это СТАН. Они объединяют огромное количество заводов, кто пережил, вот, начиная с конца 80-х до нынешних времен, вот эти все кризисы, как-то они их объединили. Есть вопросы, очень много вопросов к стану, но это, я думаю, не тематика нашей передачи. И сейчас вот с началом вот новой нашей эры, с началом СВО, с закрытием границ, закрытием всей истории, очень много компаний начали дерзать в этой тематике. Малые компании на 5 станков, на 30 станков в год, я имею в виду производительность. Тем не менее, создаются, ну, значит, какие-то вот шаги пошли. Потому что рынок закрылся, на рынке дефицит. Мы вынуждены, да, как мыши да. в молоке, барахтаться. Да. Я бы это, знаете, как сравнил. Это история, где убрали сорняк, потому что в каких-то случаях поставки станков из-за границы носили чисто, ну, такой схемный характер, я бы так сказал, да, то есть когда это просто часть большой какой-то сделки, покупка станка, и она не все станки, закупленные за границей, работали на полную эффективность на свою. Где-то они стояли, это не секрет. На коллегии Минпрома Олег Коробченко заявил, что ежегодно в России выпускают станки на 31 миллиард рублей, но промышленности нужно там в 5 раз больше. То, что он обозначал наиболее востребованные, он обозначил фрезерные, токарные, шлифовальные станки. И к 2025-му, по его словам, да, планируется увеличить локализацию станков до 70%. Но для этого нужны заказы. И как раз глава Минпромторга Республики Олег Коробченко, обращаясь к Раису Республики Рустаму Минниханову, говорил, что на начальном этапе наши станки дороже и нужна поддержка. То есть предприятиям необходимо, по его словам, компенсировать ценовую разницу, чтобы покупали наше татарстанское оборудование. Все Это верно. как? И почему? Почему из наши следует, изначально дороже, и мы еще должны их поддерживать? Ну, причин, на самом деле, много. Если взять наши российские товары, те же самые КАМАЗы, да, если мы говорили про КАМАЗ, там, самолеты, вертолеты, да неважно что, мы, вот так складывается, что мы дороже, ну, китайских это уже понятно, даже часто европейских товаров. Если взять тот же КАМАЗ, то для кого не секрет, что до санкций Скания и Вольво там просто били по качеству и по ценам. И как бы покупали КАМАЗ за счет дотаций. У нас совершенно разные страны, совершенно разные структуры экономики, и поэтому ценообразование тоже разное. Здесь история нормальная. Мы дороже, потому что у нас разные налоговые системы, разные объемы производства, разные фундаменты, научные исследования, разработки. Докручиваешь каждой истории и получаешь свою историю по цене. Сейчас мы находимся, если говорить про станкостроение, в такой стадии, что есть цена комплектующих станка, цена его сборки и цена разработки. То есть для того, чтобы что-то сделать, надо придумать. Это научная работа. Это и удорожает, да? Это и удорожает. Мы провели анализ, показали, в общем-то, достаточно открыто цифры, что и как получается. Олег Владимирович предложил выйти с инициативой на руководство республики с тем, чтобы вот эту разницу на научной разработке, которая, в общем-то, осядет в наших же институтах, и это не только там КГУ, это же и КАИ, и КХТИ у нас есть идея, и КФТИ туда же мы включаем, и там какие-то небольшие компании, для того, чтобы эти разработки оплатила республика, чтобы дать такой хороший старт для производства станков. Поддержали это предложение? Насколько это сегодня реально? В целом поддержали. Я думаю, что реально мы в свою стратегию закладываем этого года получение денег. Буквально вот на неделе мы заявляемся в федеральный Минпромторг для получения еще какой-то части субсидии и планируем в конце этого года войти в программу как уже российский производитель, то есть получить статус российского производства, чтобы вот это вот заявление Олега Владимировича поддержать делом о локализации 70%. Ну, это условная цифра, которая дает нам статус производства станка в России, произведен в России. А много вообще в России
производителей? Производители, мы что-то считали, около 30, чуть больше было. А сколько надо, по вашему подсчету? Ну, чтобы где-то... покрыть, в принципе, потребности... Вопрос хороший. Если стратегически, то надо умножать эту цифру на 100. На 100? На 100. Так, 300. Производители, да. Просто станков много, вы себе не представляете. Есть такое мерило развитости страны в промышленном плане. Это сколько станков в миллионах долларов обслуживает одного человека. Помните, эта песенка про электроника была? Да. Впахивает робот, отдыхает человек. В мире это мерят. Если человек где-то хочет комфортно находиться, допустим, мы сидим в Токио и пьем кофе в кафе, вот чтобы мы там с вами попили, примерно по 80 миллионов долларов на каждого должны станки работать. Так. Если мы пойдем в Цюрих, а если мы с вами кофе, в Казань, в Цюрихе, то там примерно 110 миллионов для нас будут. Там и чашка кофе подороже стоит. А если в центре Казани мы с вами пойдем? В центре Казани, я думаю, 12-15. Я могу здесь ошибаться, может быть 20, где-то такой порядок. Соответственно, надо в разы вырастать. Плюс станкостроение – это такой фундамент, который мы с вами не видим. То есть мы, допустим, хотим, чтобы у нас на улицах были отечественные автомобили. Соответственно, они должны выигрывать у азиатских теперь уже производителей. А для этого мы их должны эффективнее производить. А для этого нужны станки. Мы хотим, чтобы, садясь в самолет, у нас был лучший самолет, лучше, чем Boeing, Airbus, и там все, что сейчас летает. А для этого нужны станки. И так далее, и так далее. Хорошо. Меня заинтересовала очень новость, пока готовилась к интервью, и обнаружила, что первый фрезерный станок компании, Татпромстон, был создан в апреле прошлого года. В планах на прошлое было 30 единиц оборудования. Вот сколько на самом деле, сейчас чуть позже спрошу. Главное, что меня в этой новости заинтересовало, где я нашла, Я нашла ее на сайте Минпромторга Республики Татарстан. И вот у меня, потому как была подана эта новость, это звучало как победа. Первый станок сдан в апреле прошлого года. То есть это было великим, мне показалось, как это было принесено, великим достижением. Я правильно понимаю, это было хорошее достижение, когда был первый станок в апреле прошлого года? Ну, смотрите, станкостроением мы получается, 2 года назад занялись только на словах в июле. То есть привет, а давай, да? А давай, да. И мы эту историю начали прокачивать, прям очень плотно работали. Надо понимать, что Минпромторг – это такая достаточно живая организация, можно сказать, где есть явный лидер Олег Владимирович, и очень-очень много людей, которые, на мое удивление, оказались заинтересованы в станкостроении. То есть там замы, начальники отделов. Даже те, кто не связан напрямую с станкостроением, когда я иду по коридорам Минпрома, постоянно находится тема для разговора, кто-то что-то спрашивает, как там у вас в станках. И для того, чтобы нам проанализировать ситуацию в республике и вообще все, что вокруг находится, нам пришлось провести очень много встреч, совещаний, скайпов и прочей истории, чтобы как-то сформулировать задачу даже для станкостроения. И эта работа заняла месяцы. На фоне такого короткого срока, буквально 6-7 месяцев, мы провели работу, мы проанализировали, мы заложили цель, спланировали, построили бизнес-план, бизнес-модель, маркетинг исследования, кучу всего сделали, арендовали площади, собрали станок. Это достаточно быстрый был рывок сделан. Но при этом это победа? Да, конечно. Это победа. Безусловно. Сколько, на самом деле, было произведено станков? Были ли какие-то проблемы? И к этой цифре 30 приблизились или нет? К 30 мы не приблизились. Сколько? Нет, сейчас мы, давайте я посчитаю, на цифре, вообще мы остановились на четкой цифре 3. Так, да. Делите на 10. Да, проблема, причем оказалась не в нас. Когда мы начинали этот процесс, у нас, надо понимать, ситуация была такая, закрыли границы. Условный канал был через Турцию и через Китай, чего-то там завозили, еще немножко Тайвань нас поддерживал, но Индия так махала больше флагом, чем помогала. И каждый заказчик говорил, давай, мы будем у тебя там заказывать станки, республика, дай, пожалуйста. Прям прислали свои заявки, заказы. В процессе, пока мы выстраивали всю логистику, сборку технологий, каждое предприятие нашло выход на китайских поставщиков, турецких и так далее. Закрыть эти временные потребности экстренные, да? И почему-то у них сложилась картина, что этой истории достаточно. То есть до этого все вдруг увидели, как резко все обрубилось. Почему-то все стали говорить, что вы дороже китайцев, вы дороже индусов, вы дороже турков, хотя, в принципе, никого это не смущает. Почему-то стратегическое мышление в этом вопросе заменилось на сиюминутное. Олег Владимирович, опять же, я его часто буду упоминать, но он здесь такой, не только фронт-фейс, но и такой хедлайнер этого процесса. Поэтому он собирал огромное количество совещаний и эмоциональных, и тактических, и с директорами мы разговаривали. Но почему-то мы поголовно не смогли эту историю пробить и остановились на заказах.
Нас поддержало буквально считанное количество заказчиков, заводов. Остальные как-то на уровне обещаний поговорили, а потом такая началась византия: да, но нет, нет, но да. И мы поняли, что вот этот запрос, который был на тот момент, это был скорее эмоциональный запрос: дайте нам станки. Вот в первом... Некий страх даже, да? То есть, Да, в первом... Но благодаря тому, что все-таки нас несколько компаний, и мы обменивались опытом, общались между собой, мы так немножко сдвинули стратегию, доработали ее, допилили, поняли, как все-таки нам выходить. Нам нужна задача вообще 500 станков в год делать. То есть 30 это так было для старта, для затравки. Ну хорошо, не поддержали, не поддержали. Мы свозили станок даже на КАМАЗ, показали. Кстати, очень хорошие результаты получили. Но опять же, мы уперлись в какие-то невероятные отговорки, ну и поэтому мы свернули эту историю, как бы она так повисла в воздухе. Мы поняли, что надо двигаться другим путем. Надо стать реально российским станком. Да, войти уже в другие программы, в другие проекты, продвигать это по другим каналам. Плюс мы поняли, что конкурировать с Китаем и именно на китайских разработках, на китайских технологиях, ну, эта история всегда будет такая проблемная. Олег Владимирович, Рустам Нургалиевич, может быть, Владимир Владимирович, да, ну, то есть сколько бы нас элиты и руководство не поддерживало, это все неправильно, когда тебя продвигают через верх. Поэтому мы решили запустить вот эти самые неокры, на которые просим деньги, чтобы сделать продукты, которые будут отличаться от того, что в сторону качества, от того, что продает Китай и предлагает Китай, заходить сюда. Ведь по анализу, если брать анализ прошлого года закупок, количество станков возросло, чек упал, технологичность станков упала. Это прямо вот коррелирует с автомобильным рынком. Да? То, что мы сейчас видим из китайского ширпотреба, что катается на дорогах, страшно выезжать иногда бывает, да, там, когда все это сломается. И мы поняли, что есть определенные ниши, куда мы хотим зайти, где будет интерес к нам. Поэтому сейчас двигаемся туда. То есть в конечном итоге сейчас вот та стратегия, где закончилось все 3 станками, то есть там стоп, да? Мы развиваемся по-другому. Мы создаем щипчеста российское, да? Татар. Каким образом? То есть, во-первых, вы сейчас фактически останавливаете производство? Нет, производство работает. Надо понимать, что головная компания «Пегас» — это компания почти с 20-летней историей. У нас очень хорошие отношения с заказчиками, прекрасная линейка. Кстати, китайцы нам собирают уже достаточно давно. По нашему заказу станки были и тайваньцы, у нас были в Европе свои наработки. И мы сейчас просто переориентировали часть досборки сюда. То есть мы наши мощности, созданные под Татпромстан, догрузили нуждами «Пегас». Вот такая вот история. В итоге, когда и какие цели теперь ставите? К концу года мы хотим подать на экспертизу Минпромторга уже татарский станок, вот здесь спроектированный, чтобы нам дали подтверждение, что он российский. Ну, так, татарский станок, что российский, да. Как только мы эту историю пройдем, мы можем иметь хорошие заказы от нашего УПК и от наших госпредприятий, там, где стоит фильтр на российскость. То есть фактически вы хотите сейчас войти в государственный заказ, да? В том числе. В том числе это позволит вам заказы, выйти в том числе на эти площадки. Но мы сейчас, вот как раз вы разговариваете, тут надо придумать же это еще чисто российский, да? Чисто татарский и так далее. А с кем? Как? Это интересная история. Мы, когда в прошлом году открывали производство, мы так лениво достаточно набирали людей, но потому что понимали, что людей у нас с избытком. Когда мы стратегию переписали, мы поняли, что нам нужны инженеры. И мы внутри для себя такое приняли стратегическое, наверное, решение на все должности в компании Татпромстан брать инженеров, даже если это, условно, работа отверткой. Так, сколько сотрудников? В общем, работает над проектом, сейчас посчитаю, почти 100 человек. Так, и вам нужно почти 100 инженеров? Да, это цифра 100. Вас не пугает эта цифра сегодня? Вы знаете, вот ОПЭКСом пугает постоянными расходами, когда я смотрю и подписываю зарплатные ведомости, пугает. Но когда приходишь и проводишь совещание, когда мы что-то адаптируем, изменяем, вот надо понимать, энергетика инженеров – это энергетика постоянных изобретателей. Немножко скучаешь даже по Союзу в этой части, хоть я там маленький был, но я это помню. Вы не представляете, сколько вариаций станка, технологий и идей возникает вот на этой истории. Поэтому здесь я вот честно верю, что мы построим. Главное, чтобы денег хватило. Но при этом, кстати, уточнение по инженерам. Много ли молодых инженеров? Либо сегодня это инженеры возраста там 50-55 плюс? Мы набираем принципиально молодежь. То есть и они у нас еще остались?
Инженеры, я имею в виду, я не про молодежь, я про Нет, инженеров. на самом деле, вы знаете, вот тема станкостроения, она как-то удивительно, вот это что-то сопоставимо с мотоциклетным спортом. Вот если на мотоцикле едешь по городу, чувствуешь себя такой вот привлекательной девушкой. Вот если парень едет, потому что с тобой все мужики здороваются. Сколько цилиндров, как рычит, как тарахтит. То же самое станкостроение. Даже когда ГИБДД останавливает, вот они видят там меня на дорогой машине, говорят, чем занимаешься? Бизнесом, стройка? Нет, станкостроение. Станкостроение. Сразу глубокое уважение и почтительность, да? 9 из 10 даже документы не проверяют. Не Спасибо потому, за подсказку. Да. И зрителям Нет, не в том потому числе. что я думаю, что они решили отпустить, просто сам вопрос их немножко и картину мира меняет. Огромное количество людей вот, поддерживают. У нас главы районов даже приезжают, говорят, давай что-то попробуем. Не получается, с инженерами беда. Нам удалось набрать, слава богу, удалось набрать. Сейчас в активной группе, вот сборка плюс разработка, около 20 человек работает. Мы прям, это уже такой драйв, если честно. Ну, представьте, какой тоже золотой век у инженеров, да, столько лет особо не были нужны, то есть достаточно было китайских, да, инженеров и технологов и так далее. И я понимаю, почему вызвано желание, в принципе, поднимать отрасль через создание кафедры станкостроения в КФУ. То есть вам приходится сейчас не просто на производстве запустить там разработка и выдать какой-то готовый продукт заказчику. Вам, в принципе, приходится поднимать отрасль с нуля, начиная подготовку кадров. Почему КФУ? Когда заработает эта кафедра, ну и, в принципе, такое станкостроение слишком ли узко? КФУ сейчас развился очень сильно. Я, честно говоря, сам с удивлением обнаружил. Я как-то вот читал, что КФУ это вот где-то юристы, там что-то туда, куда-то математики, геологи там же. Буквально в прошлом году мой, вот, получается, близкий друг еще с времен моего студенчества познакомил меня с директором Дмитрием Чекриным, директором Института, если я правильно помню, робототехники и искусственного интеллекта. И как-то вот он был здесь также на вашем да. И как-то мы с ним очень долго общаемся. Мы сейчас запускаем пару неокров, вне зависимости от того, выделит республика деньги или нет. Если выделит, мы много запустим неокров там. И вот буквально мы, наверное, в конце прошлого года, а почему бы и да, слушай, Дима, если мы вот как бы, если вот так вот пойдем, сделаем действительно кафедру. Ну, начнем с лаборатории, с малого, с неокров, ну, такой путь. Глаза загорелись, у сотрудников тоже глаза загорелись. Мы поняли, что очень много точек контакта здесь, вот в этой истории. Им хочется сюда развиться, получить такое предприятие, профильное предприятие, которое эти наработки будет внедрять. Ведь одна из болей производителей, вот, производственных предприятий, нет технологий. Ну, чтобы вот отличаться от конкурента, чтобы иметь свою уникальную Ну, вы сами с этим столкнулись сейчас, да? Да. А боль ученых наших в том, что они, в общем-то, подзабыты, и их разработка ложится часто на уровень вот, гранта какого-то или на уровень темы диссертации. И наша задача вот эту историю прокачать и зажечь, чтобы их разработки к нам приходили. А для этого в КФУ есть все условия? Ну, мне казалось, что станкостроение, ну, как минимум, это КАИ, возможно, да? Но, слушайте, может быть, КАИ нет, мы КАИ не сбрасываем со счетов. Вот мы не говорим, что кафедра будет 100% в КФУ, но мы идем семимильными шагами к этому. В самом деле мы с КАИ тоже ведем переговоры, к сожалению, медленнее. С моим альма-матер КХТИ мы также ведем переговоры. Вот в четверг я там хочу с ними встретиться, пообщаться. Также ведем переговоры, но здесь сейчас такое время, когда вот рефлексия, когда скорость реакции, скорость действия иногда выше глубины проработки. И если здесь КФУ будет первым, то мы просто бросимся вот к ним туда и будем работать. Потому что нам, вот я сказал, 100 специалистов нужно, инженеров, а у нас пока 20. То есть мне надо 80 уже сегодня. Если КФУ их начнет качать, то это будет еще через 5 лет. Еще только через 5 лет, вот о чем и речь. Это если сегодня. А насколько вопрос кадров все-таки может поставить под угрозу, в принципе, развитие, ну, давайте отрасли назовем, не компании, да? Ну, вообще, вот если оттолкнуться от коллегии Минпромторг в понедельник, которая была, вот, наверное, там было 3 темы, и тема кадров ключевая. Она для всех ключевая сейчас. Наконец-то, кстати говоря, ключевая, потому что огромное количество бездельников в торговых центрах просто раздражало. Ну, может быть, мы производственники, у нас как бы свое видение. Да, мне тоже раздражает. И вот эта история мне очень нравится, что сейчас дефицит кадров, это сразу же поднимает ценность кадра, ценность управления, и стоимость управления возрастает, требования к руководителям возрастают. Это уже не вот те вот харизматичные такие прожарые ребята из 90-х, тут уже надо думать, как управлять людьми, чтобы люди к тебе шли, думать, как их поднимать. Я смотрел статистику и аналитику, буквально когда к вам ехал. Сейчас требование к кадрам снизилось, а количество обучающих программ внутри компании возросло. О чем, в общем-то, говорили последние 15 лет, что это надо делать, надо доращивать.
Безусловно, это фактор риска, причем огромный фактор риска, но если с ним работать, шансы большие. В завершении очень короткий вопрос. Почему кандидат химических наук занялся станкостроением? Да, нет, это больше вопрос, честно говоря, к диссертационному совету. Я когда защищался, у меня были такие глаза, то есть я шел на технических наук, и мне говорят, не химических. Я такой, да что ж такое-то? Вот, это все рядом. Ну, железки всегда нравились, и потом КХТИ там же не готовят узкопрофильно, ты химик, только химика. Фундаментальные знания. Да, у нас там очень здорово супромат давали, очень здорово механику. Тогда еще короткий вопрос. Когда мы достигнем технологического суверенитета? В станкостроении? Ну, дайте лет 20, и мы порвем всех. Отлично. Отлично. Очень оптимистичная концовка. Благодарю за участие в программе. Пусть все реализуется, пусть все получается. Ну и с кадрами, конечно, замечательная идея и хороший проект. Дай бог, чтобы все получилось. Всего доброго. До свидания. До свидания.